Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на март 2020 года для Девы. Рассмотрим основные события на колоде Таро и на колодах Ленорман: отношения, работу, финансы и совет. Сначала основные события. Посмотрим по декадам, по 10 дней на старших арканах. Так, первые 10 дней для Девы. Выпадает карта Жрица. Вторые 10 дней выпадает карта Звезды. И третьи 10 дней выпадает карта Умеренность. Посмотрим, что это значит. Итак, основные события, главные события для Девы первые 10 дней марта будут связаны с домом, будут связаны с мамой или с каким-то важным выбором между чем-то, которое легко получить, но оно сомнительное какое-то, да, у нас, и между тем, ради чего придется там ждать, вкладываться, да, и это не скоро может быть получено. То есть, и вот мы будем выбирать то ли быстрый результат, но сомнительный, то ли долгий результат, но это будет хорошее последствие иметь для нашей судьбы. А также карта говорит о том, что будут, скорее всего, вопросы возникать с недвижимостью, с домом, взаимопонимание, может быть, между членами семьи, может быть, между поколениями, да, там родители, дети, бабушки, дедушки, тоже эти вопросы могут подниматься. Также карта связана с родиной, да, может быть, кто-то будет возвращаться к себе домой, там место, где он родился, допустим, посещать, да, или, может быть, будут какие-то вопросы, связанные с наследством. В общем, здесь какая-то вот связь поколений есть, да, и она будет прослеживаться, скорее всего, для Дев в эти первые 10 дней. А также карта говорит о том, что вы будете стремиться окружить себя комфортом, поддерживать определенный стиль жизни, правила, может быть, какие-то у вас есть, да, и вы будете стараться, чтобы вот эти правила в вашей жизни реализовывались, ваши правила. Также карта связана с местом жительства, да, может быть, что-то будет действительно с этим связано, может быть, даже возвращение на родину, да, где вы вот всегда, может быть, раньше жили, да, какое-то время, может быть, уезжали, опять будете возвращаться. Либо, может быть, хотите, чтобы ваша семья, ваши дети на каком-то новом месте начали жить и вот как бы укоренились здесь, да, то есть тут какие-то важные вопросы. Вопросы прописки тоже могут подниматься. Вопросы традиций, каких-то праздников семейных, обрядов каких-то, да, может быть, здесь обряды, связанные, допустим, с крещением ребенка, да, или рождением ребенка, если, допустим, у вас, как бы, когда вся семья собирается, да, когда родители, бабушки, дедушки, дети, вот такие могут быть мероприятия. А также карта говорит о том, что могут вопросы как бы главы семьи подниматься, да, глава семьи, кто в доме хозяин, кто у нас, допустим, зарабатывает деньги, кто отвечает за детей и так далее. Ну и также вот эта карта, она вообще не всегда связана с домом, она может связана с творчеством, с сознанием каким-то, да, тайным, с эзотерикой. Может быть, допустим, кто-то обманывает кого-то, да, и вот этот период, когда все начинает выходить наружу, да, то есть мы начинаем узнавать правду. Либо время, допустим, когда нужно промолчать о чем-то важном, может быть, не время говорить своим близким о том, что вас беспокоит. Может быть, вам самим сначала нужно разобраться в этом, а потом уже говорить. То есть вы можете тайну какую-то создавать, держать, да. Также карта связана со словом. То есть, скорее всего, будут возникать такие моменты в это время, когда вам нужно будет сказать свое слово твердое, веско, и вас должны услышать.
Давайте посмотрим, что ждет во второй декаде. Вторые 10 дней выпадает карта звезды. Здесь карта звезды особенная. Здесь у нас вот эти 5 звезд, они отображают 5 наших чувств. Да? Чувств, это, которыми мы соприкасаемся с жизнью, с другими людьми. Там зрение, осязание, ну и так далее. И вот карта говорит о том, что вот какие-то наши тут чувства, желания, они могут давать себя знать, и мы можем вот осуществлять то, что давно хотели. Кроме того, здесь у нас изображены вот такие завитки, вот как две галактики такие, да, которые не соприкасаются. То есть, скорее всего, могут какие-то моменты такие в вашей жизни возникать, когда вы будете задумываться о каких-то важных вопросах, связанных с законами жизни, да, с мироустройством. В общем, скорее всего, вам тут придется как-то глобально подходить к какому-то вопросу. И, в общем, действительно, вот эта часть месяца, она у вас такая созерцательная, да, что-то в вашей жизни происходит, такое мощное, глобальное, и даже если это вас радует, все равно оно вас заставляет задуматься, вот, а каким путем это все произошло, как вы это получили. Вы будете думать, допустим, что это вот невозможно, в принципе, было, да, а вот я это получил. То есть вот это будет вас наводить на мысль о каких-то там законах, которые управляют жизнью. А здесь вы будете задумываться о вере, о том, как вообще человек живет, чем он живет и так далее. Это вот если вот глубоко смотреть. Если говорить о том, что может происходить вот как событие, то здесь, знаете, могут результаты получены каких-то важных дел. Могут быть премии, могут быть какие-то выигрыши. Но в любом случае вас здесь признают. Может быть новое окружение совершенно, встреча с новыми людьми. Может быть, вы как-то в творчестве по-новому себя проявите или просто в любой деятельности какой-то вот свой индивидуальный подход, и вас заметят. Вот эта карта вообще у нас общение с большим количеством людей, когда вот мы либо в группах по интересам общаемся, либо это какая-то общественная работа, да, вот здесь вот какие-то такие вот моменты, когда вам интересно, когда вам хочется сделать что-то для общего дела, и вот такие вот какие-то мощные энергии. Также карта связана с покровителями, спонсорами, какими-то меценатами. То ли вы сами будете кому-то помогать, то ли, может быть, вам нужна будет помощь. В общем, вас в любом случае заметят. Вас, ну, как бы на вас будут обращать внимание. Также карта связана с интернетом, да, если какие-то у вас дела есть в этом плане, то вот будет удача. Поездки за границу, в дальние страны. Знаете, здесь вот посещение каких-то мест, которые очень близки к природе, да, когда у нас такая вот, как заповедная зона, да, чистота, красота и так далее. Давайте посмотрим, что ждет в конце этого месяца. Дев, выпадает карта умеренность. Карта говорит о том, что вы будете как-то переваривать то, что происходило вот во второй части месяца. Вот эти вот вторые 10 дней, да, вы будете стараться как-то это переосознать, то есть то, что будет происходить, повлияет на ваши отношения к жизни, к людям, к себе. Вы поймете, что в жизни все не просто так, что есть действительно судьба, есть то, что нами двигает, есть как бы высшие силы, которые нам помогают. И вообще вот есть люди, допустим, на которых мы совершенно вот не рассчитывали, да, а они вот раз и оказываются рядом. То есть мы как-то переоцениваем людей, жизнь, все абсолютно, то есть меняется наше мировоззрение. Очень важное что-то происходит в марте у Дев. Также карта говорит о том, что будете общаться с большим количеством людей, будете на виду, будете помогать, будете участвовать в жизни других людей.
Может быть путешествие, может быть обучение, может быть выход как бы за границу чего-то, да, то есть своих привычек, может быть меняем там питание, меняем внешность, может быть сбрасываем вес или еще что-то такое, да, посещаем другие страны. В общем, все, что расширяет наше мировоззрение, может происходить в этот период. Давайте посмотрим отношения для дев. Первая карта для тех, кто ищет партнера, вторая для тех, кто в паре, третья для тех, кто в ссоре. Работа для тех, кто ищет работу. У нас выпадает карта башня. Ой, зачем перевернула? Ну ладно, уже теперь это для тех, кто работает, и для тех, кто свое дело имеет. На финансы карта и на совет. Посмотрим сначала отношения. Для тех, кто ищет партнера, выпадает карта корабль. Замечательная возможность для реализации вашего самого заветного желания. Но вот здесь вот прям чистая романтика, да, то есть вы встретите человека, который вот прям вот вашим романтическим мечтам соответствует. Самое главное, это может быть как бы только внешне, сначала только так, да, потом человек может открыться совершенно по-другому. Но вот первое время вы прям просто тут летаете на крыльях, да, вы можете действительно вот не думать ни о каких там недостатках, которые могут быть у человека, видеть в нем только достоинство, да, может быть встреча в пути где-то, в поездке в какой-то, в обучении, при любых переменах, при любых передвижениях. Для тех, у кого есть пара, выпадает карта аисты, карта связана с какими-то неожиданными переменами, с появлением ребенка, с путешествиями вот с семьей, переездами или наоборот возвращением домой, регистрация по месту жительства, вот какие-то документы, связанные с недвижимостью, с домом. Кстати, здесь вот может быть и приобретение дома, может быть как подарок, да, допустим, когда переходит по наследству. Что здесь еще может быть у аиста? Вы можете, допустим, полететь куда-то вот в другую страну, да, тут здесь у нас воздушный транспорт. Также карта говорит о том, что вы можете как-то улучшать ситуацию вот в отношениях, если, допустим, у вас было непонимание, есть вот возможность помириться, договориться. Какие-то могут быть вообще новости неожиданные, которые вот касаются вашей семьи. Ну, в общем, путешествия, перемены, это все традиционно, да. А теперь для тех, кто в ссоре, выпадает карта лисы, она у нас, вот если особенно в такой позиции, ну вот если на этот вопрос отвечает, она говорит о заблуждениях, да. То есть, скорее всего, либо вы, либо ваш партнер неправильно представляет ситуацию. Нужно говорить, нужно все прояснять очень мягко, тактично, ни в коем случае не хитрить, не обманывать, да, все должно быть искренне и честно. Только тогда есть возможность решить вопрос. Давайте посмотрим работу. Для тех, кто ищет работу, выпадает карта башня. Замечательно. Это уже карта у нас работы, карьеры, высокой должности. Она связана с государственными учреждениями, банками, чиновничьей деятельностью, руководящей деятельностью и так далее. Но тут самые радужные перспективы. Тут даже говорить нечего. Возможно, тут, кстати, помощник руководителя, потому что у нас здесь две башни. В общем, в любом случае повышение какое-то есть у вас. Не просто у вас работа, да, но и достаточно высокого уровня. Для тех, кто работает уже, выпадает карта метла. Карта говорит о том, что будет, скорее всего, ситуация, когда вы будете действовать как-то вынужденно. Да? То есть либо люди будут как-то себя вести по-особому, либо будут ситуации такие, которые вас вот заставляют что-то делать. Карта замечательная для того, чтобы навести порядок там, в делах, в бумагах, для того, чтобы как-то ускорить процесс какого-то там проекта, работы, да, окончания получения результатов и так далее. Также карта предупреждает от ссор. То есть, если, допустим, будут какие-то ситуации в коллективе,
когда вот вам захочется как-то резко отреагировать, лучше этого не делать. Лучше направить вот эту энергию, эта энергия у нас здесь Сатурна, да, лучше ее направить в дела. И, кстати, у нас здесь еще, знаете, здесь еще как бы Марс участвует, да, а Марс у нас очень воинственная планета, поэтому вот держите себя в руках, да, вот все в работу, все в дела для того, чтобы не было каких-то последствий неприятных. Потому что если, допустим, вы сейчас поссоритесь, допустим, с начальством, да, то дальше можно искать уже новую работу, да, то есть здесь, конечно, нужно быть осторожными. Кроме того, карта говорит о том, что, может быть, вы трудоголик, может быть, вы зависимы от работы, и, может быть, вам нужно отдыхать, закончить на какое-то время работу и дать себе возможность отдыха. Также карта такой, знаете, как бы это сказать, соревновательской деятельности, когда вы, вот, может быть, в коллективе устраиваете, вот, кто лучше сделает, кто вперед закончит, да, может быть, какие-то показатели тут у вас есть, по которым вы стараетесь быть лучше. Для тех, кто имеет свое дело, выпадает карта Клевер. Замечательная карта, которая говорит об удаче. Когда, знаете, вот приходит вот новая возможность какая-то, новые люди, новые проекты. И они вроде бы, может быть, кажутся незначительными, но в конечном итоге могут решающее какое-то действие оказать на ваше дело. А также карта говорит вообще о положительных результатах. И если как что-то непредвиденное происходит, то обязательно все заканчивается хорошо. Карта денежек, да, пусть там небольших, по чуть-чуть везде, да, но достаточно хорошая сумма набирается. В общем, вы будете очень довольны в марте тем, что происходит в ваших делах, и тем новым, что туда тоже приходит. Финансы для дев. В этом месяце выпадает развилка. Скорее всего, будет несколько возможностей получать финансы из разных источников. Может быть, новое что-то придет вам, предложение, которое позволит вам зарабатывать дополнительно. Вот знаете, у нас на этой карте развилка не просто из двух, как сказать, не одна дорога раздваивается, да, а у нас как перекресток. То есть получается так, что у вас даже не один дополнительный доход может возникнуть, а три, да, то есть вот то, что у вас было, один, да, и плюс еще три дохода. Либо это крупные клиенты, либо это новые сделки. В общем, это добавка такая вот к вашим финансам замечательная. Это могут быть разные премии, подарки и так далее, и так далее. А также карта говорит о том, что может быть какое-то, знаете, от вашего выбора, быстрого решения может зависеть, вот получите вы какую-то сумму денег или не получите. Посредничество, да, то есть если, допустим, у вас есть люди, которым вы помогаете, да, либо вы посредник в чьих-то делах, тоже от этого может быть денежка. Но в любом случае здесь новые какие-то возможности, и от вас зависит, воспользоваться этим или нет. Совет. В совете Солнца. Карта говорит о том, чтобы вы надеялись только на успех, только на лучшее, чтобы поддерживали оптимизм. Если будут какие-то сложные ситуации в этом месяце, да, такие неожиданные, нужно всегда верить в успех, потому что он действительно и произойдет. Карта Солнца – это самая лучшая карта в колоде, какая только есть. Здесь исполнение желаний, здесь праздники, здесь как бы наши, уважение к нам, да. Здесь детская тема тоже, как бы детская тема, здоровье, воспитание, рождение детей, в общем, разные праздники и так далее, юбилеи. В общем, здесь очень много всего хорошего по этой карте. И вот нужно именно на это настраиваться. Оптимизм должен с вами быть на протяжении всего месяца. Плюс вы еще должны как бы заражать других людей. Все, кто рядом с вами, они должны быть счастливы. То есть карта Солнца – это карта счастья. Поэтому мы должны делиться вот тем, что у нас есть, чтобы другие люди рядом с нами были счастливы. Чего вам всем и желаю, друзья. Пусть это будет замечательный месяц, когда сбываются все ваши мечты, когда рядом с вами любимые люди, когда вас любят. И желаю, чтобы именно так все и было. Всего вам доброго, до новых встреч.